В Якутске прошла выставка-концерт незрячих людей «Я вижу сердцем» в Центре культуры и современного искусства имени Гагарина. Еще осенью 2019 года художника Марика Андреева провела мастер-класс для читателей Республиканской библиотеки для слепых. Именно он стал стартовой точкой для проекта «Я вижу сердцем». Мероприятие стало дебютом 5 участников с нарушением зрения – Сахаи Даниловой, Валерия Корнилова, Иннокентия Кононова, Мичила Моисеева и Ильи Смертина. Я долго-долго думала и посоветовалась с близкими, и они говорят, круто было бы с незрячими людьми вообще вытащить их мировоззрение, о чем они думают, как они мир ощущают. Я обратилась в Республиканскую библиотеку для слепых, и они предоставили 5 участников, желающих принять участие в этом проекте. И поэтому мы видим сейчас уже вот итоги нашего начала. Они с другого мира, где нет визуалов. В мир, который нету пространства, света, цвета, теней, фактур. По словам художницы, она стала глазами и руками незрячих участников. Каждая картина начиналась с диалога с Марикой. Участники рассказывали свои замыслы, прорабатывали идею, после чего приступили к таким аспектам, как цвета и размеры. Для создания композиции использовали пластилиновый экран, на котором невидящие люди прорисовывали свои картины. А уже затем художница перерисовывала их на холст с помощью масляных красок. Попытаться себя в живописи как-то, да, и нарисовать картины маслом, но не самим, а вот при помощи художницы, которая помогла бы воплотить это все в реальности. Картина была нарисована маслом на холсте, то есть это не гуашь, это не какая-то попытка, да, там, алмазной мозаики, а вот это настоящее почувствовать себя как художником, творцом. Смысл в картину я вложила такой, что на моей картине изображен закат, если вкратце его охарактеризовать, а на нем присутствует 4 человека, то есть, да, это, с одной стороны, можно рассматривать, трактовать как завершение чего-то, как закат, закат, завершение, итог, конец, но в то же время это как цикличность, повторение, то есть завтра за закатом последует обязательно рассвет, и все продолжится в таком же ключе, даже лучше. Эту картину создавали где-то мы недели 3. Нужен был холст, ну и фантазии. Тут смысл такой, что попытался вложить гармонию, получается, гармония с природой. Я согласился с радостью. Я в жизни такой активный человек и творческий человек. Я рад. И моя картина называется «Мечта». И в этой картине показывается, что я хочу жить на природе. Я очень люблю на природе там отдыхать. И это моя мечта. Выставка-концерт «Я вижу сердцем» начинается с погружения в полную темноту, которая позволяет ощутить себя на месте невидящих людей и обострить другие чувства. Вас окружают живые звуки таких инструментов, как гонг, ханг и хомус, рассказы и истории из жизни 5 участников и запахи свежевыпеченного хлеба и букета цветов. Только после представления зрителю показывают картины, что помогает взглянуть на них под новым взглядом. Для того, чтобы рассказывать, нужно переварить, да, потому что сегодняшнее мероприятие, оно очень про чувства. Очень про чувства, очень про чувствование, очень про собственный опыт, который через призму того, что происходило, мне кажется, будет раскрываться еще какое-то время. Поэтому классно, что я попала в первый день. Хотел почувствовать, как незрячему человеку, да, эту обстановку. Это же его музыка, да, это запах, как говорится, да, почувствовать как. Потому что я же не вижу его, да, я это хочу прочувствовать своим телом, как духом. Мне кажется, мы окунулись в сакральный мир через эту музыку, да, и
вот эта сакральная музыка, она связала вот с этой картиной. Музыка, которая вела вот человека, которого слушаешь, да, в мир Куяр. Да, в этот мир мы как бы окунулись, и это было в пространстве мы окунулись, и это было очень классно, супер. Выставка-концерт «Я вижу сердцем» только начало проекта. Сейчас команда занимается упаковкой продуктов в городе Якутске, где родилась идея. Весной 2022 года планируют поехать в Москву, а затем в Нью-Йорк.